Частное лицо-водитель, который совершает единичные и случайные поездки, должен платить своего дохода от услуги подоходный налог. Ставка подоходного налога в Эстонии — это 20%, и других налогов с этого дохода не возникает. Налогообложению подлежит весь доход от оказанной услуги. То есть, другими словами, сумма, которая облагается и декларируется, и облагается налогом, это сумма, в которой внутри комиссионные от Uber. Водитель — частное лицо, декларирует полученные доходы в своей личной декларации о доходах, которую он предоставляет раз в году, и срок представления декларации — это 31 марта. То есть, например, декларацию о доходах за 2016 год частные лица должны были предоставить к 31 марта. Предоставить можно декларацию как электронным путем в электронном налогово-таможенном департаменте, так и на бумаге в представительстве налогово-таможенного департамента. Когда человек заходит в декларацию, то доход от извоза он должен задекларировать в подразделе декларации 7.1, который называется «Прочий доход, с которого не был удержан подоходный налог». Но со слов налогово-таможенного департамента в консультации с ним, они сказали, что бывает и такая практика, такие случаи, когда Uber сам декларирует доходы частного лица. Происходит это, конечно, по договоренности. Частное лицо должно дать Uber свой личный код, и тогда Uber в момент выплаты дохода частному лицу в этом месяце декларирует в декларации ТСД эти доходы, сам удерживает этот подоходный налог, платит его государству, и частное лицо получает на сумму подоходного налога меньше. Когда частное лицо заходит в свою личную декларацию раз в году, он видит эти доходы под разделом декларации 5.1, который называется «Заработная плата и прочие доходы, с которых уже был удержан подоходный налог». Второй раз платить налоги не надо, и данные эти, если такие данные были Uber задекларированы, придут туда автоматически. То есть человек сам это увидит. К сожалению, закон такой возможности не предусматривает. Частное лицо не может вычесть из своего дохода расходы, связанные с этой услугой, ни топливо, ни страховку, ни смену шин, ни ремонт, ни комиссионные Uber. То есть налогообложению подлежит вся сумма вместе с комиссионными Uber, из которой не вычитаются никакие расходы. Ну, вообще понятие амортизации — это бухгалтерское понятие. В бухгалтерии существуют разные методы расчета амортизации, и применяется это обычно к основным, как необычно, всегда применяется к основным средствам предприятия. Допустим, если взять самый простой метод расчета амортизации, линейный, нужно знать стоимость машины. Представим, что в нашем случае это 10 тысяч евро. Нужно предположить, сколько лет нам эта машина прослужит. Ну, предположим, 8 лет. Мы будем активно на ней заниматься извозом. И нужно знать также ликвидационную стоимость автомобиля. Допустим, она будет равна нулю, чтобы просто упростить расчеты. В таком случае сама ставка амортизации будет 12,5%. Как это считается? 100% разделить на количество лет на 8 равно 12,5%. И умножаем стоимость автомобиля на ставку амортизации, получается 1250 евро. Это износ автомобиля за год. Если мы хотим узнать износ автомобиля за месяц, мы делим эту сумму на 12 месяцев и получаем приблизительно 104 евро. Ну, вообще, принимая решение о том, оставаться частным лицом или регистрировать себя как юридическое лицо, нужно исходить в первую очередь не из выгодности, а из характера деятельности. Если деятельность не имеет постоянного характера, то есть человек занимается извозом через Uber время от времени, это не запланировано. То есть, допустим, у него был отпуск, он занимался извозом, потом год он этим не занимался, потом, может быть, еще раз занялся и потом больше не занимался, то, конечно, тут нет смысла регистрировать себя как юридическое лицо, и закон не предписывает этого. Если характер деятельности становится уже постоянной, и цель предпринимателя, цель этого водителя зарабатывать доход, то тут закон говорит, что человек обязан зарегистрировать себя как юридическое лицо-предприниматель или как какая-то другая форма предпринимательства,
И это независимо от того, будет это выгодно человеку или не будет это выгодно. Если говорить про плюсы и минусы частного лица и юридического лица, то в пользу частного лица говорит, конечно, простота. Не нужно делать какое-то дело производства, не нужно верно оформлять документы, не нужно вести бухгалтерский учет. Нужно подавать всего лишь одну декларацию к 31 марта за год. И, в общем-то, все. И главным, наверное, недостатком частного лица это является то, что налогом облагается вся сумма дохода от услуги, и нельзя из нее вычесть никакие расходы, которые связаны с этой услугой, то есть ни топливо, ни страховку, ни комиссионный Uber. Но при этом позитивно то, что ставка налога 20%, и никакими другими налогами этот доход не облагается. Если мы говорим про юридическое лицо, то тут все становится немножко сложнее. То есть да, юридическое лицо может вычесть при определенных условиях или полностью, или частично расходы из своего дохода. Налогообложение, оно зависит от формы предпринимательства и от вида выплаты. Если это физическое лицо-предприниматель, ФИЕ, то результат его деятельности, прибыль от его деятельности, она облагается налогами 33% и 20%. Если это паевое товарищество или акционерное общество, то результат деятельности фирмы не облагается никакими налогами. В Эстонии нет налога на прибыль. Но как только паевое товарищество или акционерное общество решает выплатить эту прибыль в виде дивидендов, то тут возникает налог на дивиденды 25% или это по-другому 20,8. Если у ФИЕ или у Осаюхинг или у Акция Сельц есть работники, то возникает необходимость платить налоги по заработной плате. По счету расходов, если мы говорим о паевом товариществе, то тут можно списывать расходы в полном объеме. Если мы говорим про частное лицо предпринимателя, то тут многое зависит от вида расходов. Например, если это личный автомобиль, то, скорее всего, частное лицо предприниматель использует его и для личных поездок, и для рабочих поездок. И ему нужно создавать некую пропорцию, то есть создать какой-то приказ, что 40% от автомобиля, от времени автомобиля я использую в предпринимательских целях, и 60% для личных целей. И, соответственно, расходы делятся тоже по этой пропорции. То есть от топлива 40% я могу взять на предпринимательство и вычесть из своего дохода, а остальное я считаю это своим личным расходом. Также, регистрируясь юридическим лицом, у предпринимателя появляется ряд новых ответственностей. Их много и много нюансов налогообложения. И есть смысл, прежде чем регистрировать себя юридическим лицом, пойти на консультацию к специалисту и узнать все заранее. Наиболее важные моменты – это то, что юридическое лицо должно вести бухгалтерский учет, оно должно также заниматься делопроизводством и корректно оформлять документы по закону. Юридическое лицо должно следить за своим оборотом и смотреть, чтобы оборот не превысил границу 16 тысяч евро с начала календарного года. Как только к 16 тысяч евро оборот подошел, то юридическое лицо обязано зарегистрировать себя налогообязанным по налогу с оборота и получить КМКР номер. И независимо от формы предпринимательства, от величины оборота, все формы предпринимателей и все, кто занимаются извозом через Uber, они должны стать ограниченным налогообязанным по налогу с оборота. Почему это так? Потому что с точки зрения закона о налоге с оборота мы имеем дело с электронной услугой, и Uber, он зарегистрирован как налогообязанный по налогу с оборота в Голландии. Что это означает на практике для предпринимателя? Это означает, что предприниматель должен декларировать счет от Uber за комиссионные ежемесячно в декларации по налогу с оборота, и с этой суммы счета он должен платить налог с оборота 20%. При этом важно, что ограниченный налогообязанный по налогу с оборота, он не имеет права вычета налога с оборота с приобретенных товаров или услуг. То есть, что я хочу сказать, это что если предприниматель, юридическое лицо уже знает заранее, что его основной деятельностью будет работа через Uber, то есть смысл подумать о том, чтобы стать сразу в обычном порядке налогообязанным по налогу с оборота, получить КМКР номер и внести себя в регистр.